Artykov. Born in 1934 in Tashkent, Uzbek SSR, Vladimir Artykov went on to become a famous artist, as well as a theater and film production designer. He received his education from the famous Gerasimov Institute of Cinematography in Moscow. He is an active member of the International Academy of Creative Endeavors, honored cultural worker of Turkmen SSR, member of the Cinematographers Union of USSR, honorary member of the Russian Academy of Arts. Vladimir Artykov and his wife, artist Rimma Isakova, live and work in Moscow. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить Кею, дочь моего друга Дурды Байрамова, и его супругу Гюзель, мы большие друзья. Кея, девочка, дочка Дурды Байрамова, Гюзель, умница, замечательная девочка, что она так любит своего отца, чтит его память, и даже вот в Канаде ей удалось создать картинную галерею память своего великого отца, великого художника, замечательного человека, моего давнего друга. А все началось это началось, когда мы поступили в художественное училище, в Ашхабадское государственное художественное училище. Короче говоря, мы поступили в один год, и, естественно, в один год закончили, в 1959 году. Ну, и встал выбор, куда пойти дальше. Дурды говорит, я поеду в Суриковский поступать. Я подумал, говорю, а я в Авгик поступлю. И вот так мы опять здесь, в Москве, наша дружба продолжалась. Но я хочу рассказать о нескольких годах, проведенных в Ашхабаде, в художественном училище, потому что нас объединила не только любовь к рисунку, к живописи, а мы были инициаторами создать ансамбль такой, ну, самодеятельности. Но она настолько привлекала внимание ашхабадцев, чтобы нас приглашали в самые различные учреждения, в министерства, где мы проводили концерты. Я и Дурды, мы были вместе такой парой конферанса, что ли, вели конферанс. И одновременно в нашем ансамбле были замечательные ребята, которые хорошо пели, танцевали. У нас там ансамбль и этих баянистов был. И мы завоевали большой авторитет. Нас знали не как художников, а знали как артистов самодеятельно. Вот так мы проводили время свободное. На самом деле Дурды очень много работал всегда. Очень много работал, и его учитель Брусенцев Геннадий Яковлевич, который из Ленинграда приехал, и как-то они сошлись, и, видимо, Геннадий Яковлевич понял, что он имеет дело с очень талантливым молодым человеком. Поэтому, когда в летний период, в каникулы, Геннадий Яковлевич ездил на этюды по различным местам Туркмении, от Каспийского моря до Амударьи, он брал с собой своего любимого ученика, Дурды Байрамова, потому что он разгадал талант в этом молодом, в этом юном совершенно человеке, который, в общем-то, прожил очень тяжелое детство, потому что в детском доме, вот, в интернате, как тогда называли, тяжелые годы, война, малышом был. И однажды, я помню, уже на 5-м курсе выставляли, мы, значит, сделали выставку пленерных работ, за 4-й курс. И Геннадий Яковлевич повесил работы марийские, там из Море они писали, рядом с работами Дурды. То есть учитель и ученик. И все единогласно, и преподаватели, и студенты, все пришли к выводу, что
этюды, которые написали, у Дурды сильнее, чем у учителя. И сам Геннадий Яковлевич сказал, ну вот я специально вместе со студентом повесил свои работы, чтобы вы видели. Причем с одной и той же точки они там писали какие-то этюды с одной точки. И он их повесил их рядом. Это был тоже удивительный человек, потому что не каждый педагог хотел бы, чтобы знали, что ученик его перерос. Но это было так. Вот такой был у нас Дурды Байрамов. Сейчас его очень не хватает. Он работал. Он все время работал, писал много. И я думаю, что не случайно, что его в институте он входил в такую элиту талантливых студентов, очень талантливых студентов. Вот. А все время выставлялись. И вот он первый начал, уже когда в Союзе художников он был принят, и выставлялись мы в Москве. Вот это в Москве очень интересно. Значит, в Манеже, все вы знаете, но раньше это был центральный выставочный зал Москвы. Там проводились всесоюзные художественные выставки, ну, ко всяким датам. Значит, Ленинского комсомола, потом всесоюзная выставка, посвященная Великой Октябрьской революции, значит, там и прочее, такие по датам, все по датам. Попасть на всесоюзную выставку очень трудно. То есть выставком, как обычно, был из самых-самых титулованных художников Советского Союза. Значит, заходишь, выносишь работу, ставишь, ты в сторонке. Вел, как всегда, председатель, тогда был Пономарев, Николай Афанасьевич Пономарев. И сидят из Петербурга, значит, из Ленинграда, тогда еще из Ленинграда, как обычно, приезжали ведущие наши советские художники и московские художники, все титулованные не ниже народных. И вот заносишь, ставишь свою работу, отходишь в сторонку. И начинается суд, да, беспощадный суд. И надо сказать, что Дурды везло. На всех союзных выставках его работы проходили. На его работы проходили большинством голосов, а иногда вообще единогласно. Ну, без ложной скромности скажу, что мои тоже проходили работы. Вот. И это вызывало, конечно, у наших художников зависть большую. Вот. Сразу тут же сочинялись всякие легенды, до этого вот, этот поддерживает, а этого этот поддерживает. Это ничего подобного. Там никто никого не поддерживает, это беспощадно рубили. Вот. И вот так мы с Дурды вместе были участники почти всех всесоюзных выставок. Пожалуй, не почти, а всех в те годы. У меня вон каталоги все. Везде, где я, там и он, где он, там и я. Проходили мы хорошо. И закупочная комиссия Министерства культуры СССР делала первый эшелон. Сначала закупали для Третьяковской галереи и Госрусского музея для Ленинграда. И таким образом мы попали с ним и его работы в Третьяковке, мои работы в Третьяковке, а также Изата Клычева, народного художника, это я называю из ашхабадских художников, так называемых наших. И вот я хочу привести пример. Однажды в Москве, я как раз тогда еще только начинал в станковой живописи, потому что занимался кинематографом, снимал фильмы. И все время моя жизнь была вот Москва, киностудия Горького, Мосфильм, все. И когда Дурды появлялся, он меня находил, и мы, конечно, с ним встречались, обмывали нашу встречу, вспоминали друзей и так далее, и так далее. Вот. И однажды он, значит, пришел ко мне здесь уже в Москве и говорит: ты знаешь, я хочу написать портрет Бисти. Я уже с ним договорился.
Бисти – это замечательный художник-график, вот, лауреат Ленинской премии за свою «Лениниан» он в свое время получил. Я говорю, ну хорошо, пиши на здоровье. Он говорит, нет, во-первых, у меня потом не будет времени пообщаться с тобой. А во-вторых, когда ты будешь рядом сидеть или стоять, или разговаривать с нами, у меня будет настроение. Ну, я говорю, хорошо. И мы пошли в мастерскую Бисти, поднялись на очень высокий старый доходный дом московский. Ну вот, это где-то на улице Воровского, по-моему, память мне не изменяет. Поднялись наверх, вот. И когда позвонили, вдруг открывается дверь, выходит Белла Ахмадуллина. Она говорит, здравствуйте, здравствуйте. Я немножко Беллу знал, я говорю, Белла, так ты что, тоже у Бисти, что ли, в гостях? Она говорит, нет, я здесь с Мессерером живу, а рядом дверь, вы просто ошиблись. Ну, в общем, поговорили, постояли, она нас показала эту дверь, и мы пошли к Бисти. И вот на протяжении всех сеансов, которые работал Дурди Байрамов над портретом Бисти, причем он нашел очень интересный ракурс, Бисти так как-то сел, руку немножко, это замечательный портрет получился, он, по-моему, в Третьяковской галерее, да, потом у него куплен. И вот все сеансы, а сеансов было, ну, если память не изменяет, где-то 6 или 7 сеансов было, мы приезжали все время. И каждый раз, значит, пока он писал Бисти, я имел возможность пообщаться с Беллой Ахмадуллиной, тем более по соседству. Вот, это мне вот памятно. И портрет получился чудесный, замечательный. Он опубликован во многих альбомах, журналах и по-моему, в Третьяковской галерее. This portrait of artist Dmitry Bisti was created in 1979. It is currently preserved at the State Tretyakov Gallery in Moscow. У меня был интересный случай. Значит, была выставка, это на улице Горького, значит, на Тверской. Там когда-то был салон, художественный салон, и периодически делали выставку. И была выставка, посвященная аэрофлоту. Вот. Там, значит, были работы, у Дурды тоже портрет какого-то пилота был, еще там какие-то работы. А у меня была, значит, работа, первый самолет, который летал Москва-Ашхабад. Это в 30-х годах. Это, значит, фюзеляж, это четырехмоторный большой самолет, вот идет загрузка. У меня такая картина есть в альбоме, может снять, показать. И, значит, а Дурды не было в это время в Москве. Он работу отправили, его висит. Ну, я ему по телефону звоню, я говорю, Дурды, твоя работа висит, все нормально, вот в главном, там 3 зала, в главном зале, вот мы рядом вместе висим, вот он говорит, ой, я не могу сейчас, вот занят, вот что-то со здоровьем у него было, прилететь не могу, я говорю, ну, может, к концу выставки прилетишь. Но я, говорю, хочу тебе интересную вещь рассказать. И говорю ему, значит, Дурды, смотри, значит, во-первых, твоего портрет пилота, которого ты изобразил, аэрофлотского, был Бугаев, министр со свитой. Пришли на открытие выставки, потому что аэрофлот посвящен. И он постоял, и подошел, я говорю, к твоему портрету, и посмотрел и говорит, ну это же я знаю, это же я помню, он это самое еще практику у меня проходил. Так что твой портрет замечен министром нашего флота воздушного. Я говорю, и понравилось все, и ее сказали приобрести. Потом пошли дальше все. А у меня это 30-х годов. А он подошел, я говорю, к моей картине, посмотрел и говорит, я на этом как раз начинал летать в самолете. Приобрести. Так что
вдвоем были у нас закуплены Министерством гражданской авиации. Вот такой интересный случай был когда. Ну, вообще я скажу, что Дурдым человек разносторонний. Он не из тех художников, которые с утра до вечера сидят в мастерских перед натюрмортом там или пишут. Он был очень общительный человек. Посещал в театр имени Пушкина в Ашхабаде, русский драматический театр, где я много оформил спектаклей как художник. И наш друг, режиссер, покойный ныне, Ренат Исмаилов, главный режиссер театра. Мы все были друзья, мы все были одна. Не завидуя друг друга, наоборот, поддерживая всегда на всех худсоветах, везде, где только можно, друг друга поддерживали, всегда держались вместе и ходили на спектакли нашего друга Рената Исмаилова, который он ставил. Байрамов painted the portrait of stage director Rinat Ismailov in 1998. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto.